Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и сестры, уважаемые авторы каналов YouTube и социальных сетей, которые занимаются чеченской тематикой, как говорят все, во благо нашего народа, я решил обратиться к вам. Я полагаю, что пришло время бороться и жестко пресекать те контенты, которые позволяют вести осознанно или неосознанно антигосударственную политику. Пришло время, когда каждый автор должен нести ответственность, а именно те, которые представляют свою трибуну лицемерам, проходимцам, провокаторам, а порой предателям и скрытым врагам нашего народа. Мы должны жестко пресекать тех, которые разжигают между патриотическими силами Чеченской Республики Ичкерия откровенную фитну, тем самым превратив нас в персонажей басни Крылова «Лебедь, щука и рак». С одной стороны нас провоцирует наш враг, а с другой стороны многие из нас из-за неумения или из-за отсутствия опыта делают им услугу. Мы должны остерегаться этого. Более того, мы должны пресекать это. И более того, наши враги пользуются отсутствием нашего единства. Для того, чтобы противостоять этому давлению, в первую очередь мы должны бороться с непристойной лексикой и оскорблениями в чей-либо адрес. Нельзя оставаться безучастными, когда порочат честь и достоинство человека. Это не наш метод, и это не наш язык. Мы не должны уподобляться нашему врагу. Такое должно стать неприемлемым на наших площадках. И более того, мы должны очищаться от этого. Наблюдая за контентом, читая вопросы и комментарии посетителей и подписчиков, я пришел к убеждению, как много в нашем и в других народах умных, мудрых и грамотных людей. И считаю, что нам необходимо создать благоприятную площадку для дискуссий и национальных проектов, как для чеченского народа, так и для братских кавказских народов. Если Чеченская Республика Ичкерия наш родной край, край отцов и матерей, то Кавказ – это наша великая родина, кладезь знаний и великой культуры мирового масштаба. Боль любого из нас должна стать общей болью, а радость – общей радостью. Уважаемые братья и сестры, от вас требуется полная мобилизация. Подписывайтесь и продвигайте контенты. Привлекайте как можно больше единомышленников, так как построенное нами будет сохранено и останется нашим потомкам. Если мы в первую очередь сами не будем бережно относиться к нашей истории, то за нас это никто не сделает. Напротив, наше бездействие на руку нашим врагам. Думаю, настало время создания единого патриотического фронта в сетях. И полагаю провести консультации с блогерами для создания союза чеченских блогеров. Это будет первым этапом к созданию союза кавказских блогеров. Представьте эту кавказскую палитру блогеров. Уважение, умение вести диалог на любых площадках. Это обогатило бы нас всех. Но самое главное, мы лишили бы Кремль возможности вбивать имперские клинья раздора, сеять зло, сеять ненависть между кавказскими народами. В связи с тем, что интернет стал площадкой для многих сфер жизнедеятельности человека, также развивается юриспруденция, которая будет решать вопросы прав и ответственности пользователей интернет-ресурсов. Чтобы не откладывать в долгий ящик, чтобы не терять драгоценное время, я начал консультации с юридическими специалистами,
которые занимаются вопросами, которых я затронул чуть раньше. Речь также идет о правонарушениях, происходящих в сети интернет, а также других сетях. В интернете совершаются самые различные правонарушения. Это плагиат, нарушение правил обработки персональных данных, распространение спама и другие нарушения. Не буду их перечислять, их очень много. Также я начал консультации с юристами о защите чести и достоинства своего отца, президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова. Я знаю, он принадлежит всему чеченскому народу, так же, как и все наши герои. Но я его наследник и не намерен больше давать проходимцам и врагам пользоваться ни его именем, ни его изображениями, видео и даже его голосом. Безусловно, те, кто с хорошим помыслом продвигает историю Чеченской Республики Ичкерия, таких это не коснется, а всегда будет приветствоваться и поддерживаться. И полагаю, что и другие наследники, то есть правообладатели, воспользуются такой возможностью. Моя задача – это создать прецедент. Первый опыт, конечно же, сложен, но он принесет нам успех, иншаллах. И мы это сделаем, иншаллах. Для всего этого нам нужно терпение, а терпение – это победа. Наши мужественные предки, наши герои отдали свои жизни, создавая великий бренд чеченцы. Но, к большому сожалению, его пока эксплуатируют мошенники, убийцы и мерзкие людишки. Это наше лицо, это наше наследие и богатство. Наша задача – поставить все на свои места, и мы это сделаем, иншаллах. Хочу завершить свое обращение словами Всевышнего. Крепко держитесь за верб Аллаха, все вместе, и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы последуете прямым путем.